Акаревсу Свизча, Саща, мои дорогие друзья, братья, я нахожусь в республике Адыгея, в доме моего дорогого адыгского брата Заурдина Тугуз. Заурдин, уймафыш, я вижу тут такое прекрасное национальное богатство. Это с какого времени? Вахлавама, вот это видишь, это настоящий адыгский утюг. Вот это утюг? Да, вот это утюг. Здесь деревянная ручка была. Вот Не сказал бы, что это утюг. Да, практически никто не знает, скажем так. Это вот то, что в аулах сейчас ребята находят, все потихонечку мне тоже передают. Это, замечательно. Да, это наконечники стрел. Это ранние античные, по-моему. Да, это не античная, это именно адыгская культура, скажем так. Вот эта вещь ранее античная, это зеркало. Это зеркало. Вот это тоже римский период, византийский период, это топорики, наконечники, вот это тоже. Ну, это самое. Уже древние. Да. Это вот сосуды лекарственные, там всякие, которые были. Это наконечник плуга. Ну, в общем, вот в таком виде. Это вот тоже, вот, пожалуйста, адыгейские нагрудники женщин, пуговицы и тому подобное. Украшения. Я еще чуть-чуть сниму здесь. Печатная машинка Мерседес. Первый раз такое вижу. А это радиоприемник. Патефон. А вот это радиоприемник, он работает, Заурдин? Конечно. Ого. Такой предмет я видел у абхазов в Турции. Так. Видеотехника. Герои Черкесии. Занагва Сафарби, Шарандагва Хадж Березедж, Хошт Мухаммад, Шетлахва Тугужака Казбеч. Замечательные фотографии. Вот на минутку. Это вот кто основал адыгский флаг. Да, Уркорт. Да, вот адыгский аул, жители адыгского аула, это Шинджи, скажем, до революции. Смотри, какие они все, черкесские, все нарядные, все такие. Да. И вот при советской власти тот же аул, сравни. Да? Яркое. Да. Яркое сравнение. Вот то, что было, как жили наши предки, и вот потом, после советизации, как стало. Вот Картамукай аул. Вот здесь написано, какой год. 1912 и год. Ученики медресе, видишь, до революции какие были все нарядные. Вот это знаменитый Хаджи. Он был личный друг Толстого. Толстой у него дома был. Толстой подарил ему большую библиотеку. Это известная фотография с индейцами, снятая в Америке. Это район Кайсеры в Турции. Вот адыгейский аул высадился только, видите, ничего вокруг еще нету. Вот они бедные. Если внимательно все это посмотреть, уставшие, измученные, тяжелые дороги. Практически ни у одного из мужчин кинжала не осталось на поясе, видно. Или сдали, или это чарах. Да, моджакаки. Вот эта вещь. Знаешь, что такое? Это в каждом ауле были, вот огонь добывали. Ух ты. Да. А как называется по-адыгски? Чепш. Чепш. Такой формы я не видел. Ну, а это тоже византийский, видно, период, потому что мечи это византийские. Вот этот длинный меч был, видно, воткнутый в дерево,
А потом дерево большое стало, и он оказался уже внутри ствола. И вот таким образом. Потом вот ребята подарили его. Это тоже музей, не музей, а в ЗАГСе Майкопском стоял. Разобрали реставрацию, когда был, хотели выбросить. Как можно такое выбрасывать? Современное же все. Да. Вот это такое нету в Абхазском у вас? Знаешь, что это такое? А ходульки, я понял. Это с помощью... Я это видел в Черкесском музее в селе Максудия в Турции. Пожалуйста. Да, ну, это называется по-абхазски акваб. Ну, вот таких, наверное, у вас Котел. вещей много, да? Да, таких много. Вот, как раз. Это вот старинные. Вот это не вот эти старинные пояса, вот это все мужские, женские. А вот это знатного римлянина был ошейник. Он статус его подчеркивал. Настоящий музей. Да, это мой родовой пояс. Старинный, старый. А где это тамга? Там вот здесь нету. Там, где здесь нет. Не я делал это. Тогда не было. Вот кинжал. Это вот, смотри, там вот. Вот герои Черкесии и те люди, которые так или иначе были связаны с историей черкесов. Шачапшин. Шапшинаха. Это очень старые. Хотели отреставрировать, но уже бесполезно, реставрация не поддается. Это вот старые фотографии города Майкопа. Вот как раз вот здесь вот администрация сейчас находится. Вот Какие это красавцы. театральная группа Адыгского национального центра в Краснодаре, которая была. Вот поезд я говорил, это уже я родовой сделал. Вот знак родовой. Вот видишь? Родовой знак. Вот это уже прадедовский шашка, кинжал. Замечательно. Это бивень с Магадана. У каждого предмета есть своя история. Если попросить тебя рассказать, то это займет много времени, поэтому... Ну, я фотографию показывал. О, это замечательный Почетного. столик. Вот он. Что это такое? Это стол ручной работы. А кто изготовил? Ну, это в Майкопе один репатриант делал, но почему-то перестал делать. Замечательно, вот какая. Вот туда и вот это вот, посмотрите, пропустил. Вот это. Что? А, да, это я пропустил. Там городовые стоят, видишь, как оригинально. Красиво. Да, вообще сделал. Замечательно. Сейчас эту видеозапись будут смотреть, и люди будут искать их тамги. Сейчас, минутку. О, красота. Вот это великолепная идея для, скажем так, абхазизации вот данного столика. Примерно так же можно создать. Если бы это Турция была, и на столько леса было, Зауркин как у нас, Махмудович. турки бы это все делали бы. Да. Вот наш родовой знак. Только немножко вот это высоко сделали. А вот он, да. Замечательно. У нас просто мастера вырождаются, Очень потому круто. что живут в таких местностях, где работы нету, и говорят, работы нету. Ну а да. вокруг лес, вокруг такие вещи делать, что учиться этому всему надо. Заурдин, а вот эти фотографии... Это мой дедушка по отцу, по матери. Это родной брат моей матери, это моя бабушка. А мать твоя из какого рода? Совмен. Саммен. Да. Это вот мой отец. В Обск приезжал с войны. Слева отец. Да, отец. Это моя мама, бабушка, и вот род. А это кто? Ну, это знаменитая фотография. Понял. Посмотри на его Сачхо, и который Сачхо Сабля. лежит там. Вот. Я хочу рассказать фотографии. Вот.
Вот это фотографии истории. Это мне фотографию подарили оригинале, чтобы я копию с него снял, и отдал людям, и копии. И выставил один парень в моем музее в Адыгском доме в Краснодаре. И через эту фотографию в интернете нашлись их прямые потомки, которые живут в Австралии. Хатагова, знаменитая фамилия. Вот отец и его сыновья. Как фамилия? Хатагову. Хатагога. Да. Которые погибли. Это двое врачи были, двое железнодорожники, адвокат. В общем, двое после революции эмигрировали в Турцию. И вот таким пошло. А двоих красные, когда пришли, закололи штыками. Вот такая трагическая. Некоторые современные люди считают, что якобы фотографы раньше могли снимать людей так, чтобы их лица были одухотворенные. Они не задумываются о том, что на самом деле эти люди были одухотворенные. Если даже не профессионалы их снимали бы, все равно их лица... Да. Как посмотреть на этого человека и воспитать вот таких сыновей. Их лица великолепно читаются. Да, вот настоящая карта. Адыгея, 1783 год. Сколько населенных И пунктов. вот здесь вот Тоғызғахабль. Вот это все населенный пункт, на самом деле, который. И здесь Тоғызғахабль. 1783 год. Рядом с Горячим Ключом, Сыфаб называется, вот был наш родовой аул. Там было 2 Тоғызғахабль и 3 Цаяхабль. И когда Суворов шел, чтобы освободить от турков порт Анапа, вот не пропускали его, он нашел подход к князьям, пропустили, потом на обратном пути все 5 аулов он сжег. Это уже вот Абхазия. Дальше. А там Северный Кавказ. Да. Это моя прабабушка подарила бабушка подарила моей матери. Ну вот я его у себя теперь. Замечательно. Это очень старый. От таких предметов идет уникальная благодать. И вот этот таспах передали. Я помню очень хорошо, когда бабушка на ней молилась, мама молилась. Я как раз все хорошо помню. спасибо, брат.